Доброго воскресного вечера, уважаемые болельщики. Я рад вас приветствовать. 21 января, второй игровой день уже в этом сезоне. Нас радует своими играми Башкирская хоккейная лига. И сейчас на ваших экранах, собственно, как и на моем, встречаются команды Транснефть, Урал и Уралец. Сегодня скрестят свои клюшки. Играем по классике жанра в малой Уфа-арене. Команда Уралец по правую руку от нас в белой парадной своей форме. Что касается Транснефти, то они территориально располагаются слева. Уважаемые болельщики, присаживайтесь поудобней. Хоккей в самом разгаре, поэтому, я думаю, нас ждет ближайший час, команды в котором проявят себя на полную, покажут нам классную игру и в целом скрасят этот прекрасный воскресный вечер. И есть о чем поговорить в целом по ходу трансляции, которая у нас, кстати, давайте посмотрим, идет или нет, на всякий случай. Если есть у кого возможность, пожалуйста, напишите в нашем чатике, который активен, как нас слышно, как нас видно. Надеюсь, что все в порядке, но ваши сообщения немножко меня подбодрят. Итак, дорогие друзья, в рамках второго игрового дня в этом году сейчас на наших экранах, как мы уже говорили ранее, Транснефть и Уралец играют здесь в полном порядке. Мы наблюдаем атаку, и не первую, а Транснефти у нас сейчас. Давайте посмотрим, как будет форсировать защиту Транснефти команды Уралец. Ну, неплохо в целом, да, прошла атака по правому флангу. Накатывались, сместились на центр, но вот опытный голкипер Евгений Брындин не позволил на первых же минутах оформить взятие ворот, и поэтому мы наблюдаем за вбрасыванием. Илья Варич пишет: добрый вечер, все хорошо, благодарю вас за обратную связь. Илья, Транснефть вперед, сообщение от Родиона Сайранова. Все видно и слышно, пишет Лариса, большое вам спасибо. Ну и вместе с вами, собственно, мы разобрались, что у нас все в порядке, и также работает чатик. Прошу вас, приглашаю, уважаемые болельщики, пару сообщений за свою любимую команду. Я думаю, на досуге, когда они будут пересматривать наши трансляции, собственно, их глаз порадует именно ваши сообщения, уважаемые друзья. Ну, здесь у нас Ахунова так рабочее место практически привели. Какой-то, позвольте за выражение, небольшой беспорядок, да, ворота снесли, чуть гол не забили, и Ахунов пока у нас в недоумении. Так, составами обязательно озвучим. Да, небольшая заминка есть, пока на данный момент своевременно не предоставили, но ничего страшного. Есть у нас составы с прошлого года, я думаю, многое там не изменилось, но если вдруг назову кого не так, дорогие друзья, поправите меня в нашем чатике. Транснефть. Пара голкиперов: Ильдар Султанов, номер 22, Евгений Брындин, именно его мы видели в раме ворот, номер 60. Полевые игроки: Антон Пономарев, 5, Альберт Шатунов, 7, Шлыков Вячеслав играет под номером 9, 10 Михаил Тряскин, 11 Айрат Фахридинов, Алексей Благинин играет под номером 12, Александр Мирустай, 16, Сергей Лебедев, номер 17, Дмитрий Козлов, номер 19. И у нас атака очередная Транснефти, а мы продолжаем по составу этой команды. Михаил Кожев играет под номером 20, Тимур Тагиров 21, Иван Терехин номер 25, 29 Елизарьев Александр, 47 Ильгиз Ирназаров, 48 Эдуард Герасимов, 55 Даниил Дюрягин, под номером 57 играет Семен Захаров, 71 Станислав Коркин, 87 Тимур Нуркаев и 89 номер Иушат Галиулин. Таким составом представлена у нас команда Транснефть, но хотелось бы отметить также, дорогие друзья, что на исполнении гимна, и вот когда нам наш прекрасный оператор показывал всех действующих лиц в команде, я насчитал в коллективах, что, собственно, и Уральца, и Транснефти по 14 человек, поэтому понимаю, конечно, что не все смогли присутствовать в этом прекрасном воскресном матче, но, тем не менее, вынужден по долгу службы
озвучить составы всех участников. Ну и пока воспользуюсь небольшой паузой, давайте также огласим составы уральца. Пара голкиперов: Рустам Ахунов номер 11, Алмаз Хасанов номер 1. Именно Рустема мы наблюдали сейчас с ракурса за воротами. Полевые игроки: Евгений Ахмадуллин 2, Мусабиров Рустем 5, Юлия Краснова номер 6. Александр Меликов 7, Александр Меркулов 8, Сергей Иванов 10, Григорий Долбин 12, Денис Назаров номер 13, Хабир Кильмухаметов номер 17, Камиль Гулов 18, Евгений Астафьев 19, Альберт Газизов 21. Транснефть по-прежнему в атаке. Немного прервусь я. Кажется, что это здесь у нас интересное намечается. Да, не подводит меня комментаторская чуйка, так скажем. И вот очень опасно довольно-таки в зоне краски находился сейчас нападающий Транснефти. Едва-едва с Ахуновым не схлестнулись клюшками. Антон Матрёнин играет под номером 29. И здесь хотелось бы сказать, уважаемые болельщики, я видел, что сегодня Антон Матрёнин выступает в качестве наставника, да, коллектива «Уралец». Ну и также хотелось бы отметить, что он является вице-президентом Башкирской хоккейной лиги и также депутатом Госсобрания Республики Башкортостан. Вот такой вот у нас Антон Матрёнин. Человек, позвольте так выразиться, многофункциональный, да, и успевает по депутатской деятельности, и здесь же вице-президент лиги. Также я его знаю, что он активно поддерживает и футбол, в частности, ночную футбольную лигу. Сейчас очень набирает популярность единая теннисная лига, которой также руководит Антон Матрёнин. И, насколько мне известно, в ближайшее время должны стартовать уже игры по баскетболу, также под эгидой лиги. А вот что здесь будет, ночная или единая, к сожалению, вам уже не подскажу. Но, тем не менее, этой фразой хотелось бы подметить, вот насколько Антон Матрёнин все-таки человек лично для меня с большой буквы, развивает спорт, поддерживает спортсменов. Знаю, что и какие-то отдельные клубы также к нему где-то обращаются. Поэтому почет и хвала, как говорится, в этой ситуации. А мы продолжаем дальше. Полевые игроки уральца: Илья Трейер номер 31, Аглям Юлгильдин 41. Так, взять у ворот не было, поэтому ничего не пропустил. Илья Жиганенко 68, Дмитрий Максимов 78, Ильдар Сафин играет под номером 85, Алексей Кусарев 97 и замыкает полевых игроков Степан Полянский, который играет под номером 99. Так, чатики у нас сообщения немножко добавляются. Мы за Транснефть болеем, пишет нам пользователь Лариса, и также Екатерина Мирустай. Транснефть давай, приятный смайлик, красное сердечко. Я так предполагаю, что отправляется оно, к сожалению, не мне, а все-таки Александру Мирустаю, который играет под 16 номером в команде Транснефть. Вот, и также такой смайлик. Клюшки шайбы. Ой, бросок с неудобной руки, и рефери подтверждает первое взятие ворот. 17 номер оформляет у Транснефти. Это, конечно, Сергей Лебедев. Хотелось бы посмотреть за повтором. Да, смотрите, здесь один, собственно, зашел в зону, несмотря на то, что были два защитника. Разобрался, собственно, он с Александром Мельниковым и также застал врасплох, как мы видим, Рустема Ахунова. Бросок с неудобной, точно в девятку. Уай, красота. 1-0 ведет Транснефть. Вот такой вот интересный хоккей у нас начинается в этот прекрасный воскресный вечер. За разговорами уже здесь буквально и пролетела у нас половина первого периода. К слову, хотелось бы отметить, что играем мы в формате 3 периода по 17 минут. И я уверен, что еще ждет нас много чего интересного в этом матче. Поэтому предлагаю полностью сосредоточиться на этой блестящей игре опытных мастеров своего дела, а именно игре в хоккей. Так, перехват у нас в районе синей линии команды Транснефть. Может быть, здесь что-то получится придумать. Игрокам номер 77 сейчас активно владеет игровым снарядом. Тут же у нас передача от Ганцева на синюю.
Выходит из своей зоны команда Транснефти. Уже на центре у нас находится Михаил Тряскин. Обыгрывает одного защитника. Пытается бросить из-под второго, но не так все просто. Григорий Добыт противостоит ему. Отходим на синюю линию. Если быть точнее, уже на синюю линию команды Транснефти. Александр Мельников здесь брал инициативу на себя. Проход по левому флангу. Алексей Благинин на ваших экранах вступает в борьбу. Ну, наброс, конечно, на центр был неплохой, но никого там из партнеров, к сожалению, для команды Транснефть не было. Ну, а для уральца, по крайней мере, это, собственно, однозначно в плюс. Наблюдаем пока за вбрасыванием в зоне уральца. И хотелось бы сказать, дорогие друзья, возможно, кто-то только-только едва к нам присоединяется и не совсем знает, собственно, кто с кем играет. Ну, Транснефть Урал, я думаю, в представлении эта организация особо не нуждается. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что это вторая по величине организация системы Транснефть. И именно Транснефть Урал обслуживает более 8000 километров магистральных трубопроводов. Вот так вот. Серьезная компания с серьезными хоккейными игроками, как мы сейчас наблюдаем. Турнирной таблице мы обратимся немножко позже, но хотелось бы так сразу для небольшой затравочки сказать, что все в порядке там у этих ребят. Ну а что касается команды Уралец, то это у нас, собственно, команда Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. На данный момент ничего такого прям сверхвыдающегося у нас на льду не происходит. Транснефть забила один. Как-то пока в своих руках она держит больше инициативу, а если быть точнее, инициативу в целом. Игровой снаряд сейчас на ваших экранах Тимур Тагиров чисто зашел в зону, подключался к этой атаке Александр Елизарьев, но как-то вот с партнером разобраться и форсировать эту атаку дальше не получилось. Галиулин зашел в зону, есть партнеры, можно что-то здесь придумать. 3 на 3, бросок с левого полуборта, ну как же точен этот игрок. Илшат Галиулин, номер 89, автор второй заброшенной шайбы. Повтор момента на ваших экранах. Ну, в целом, да, интересный момент. И были партнеры, и также находился и Тагиров здесь уже в зоне. Даниил Дюрягин. Казалось бы, что-то можно здесь придумать, но бросок из-под защитника застал врасплох Рустема Ахунова. И, как мы видим, все действия здесь были сделаны максимально правильно в исполнении Илшата Галиулина. Поэтому никаких вопросов, собственно-то, и нет. С другой стороны, со стороны уральца, если рассмотреть эту ситуацию, то в целом было 3 защитника. Они, как мы видели, выходили на Галиулина, препятствовали ему проходу вблиз Рустема Ахунова. И там уже чисто, наверное, вот именно Рустема застала врасплох этот бросок, потому как не ожидал он просто такого фактически, что еще есть и 2 партнера, предполагаю, что будут разыгрывать, но однако нет. Если обратиться к турнирной таблице Башкирской хоккейной лиги, то мы можем наблюдать с вами следующие вещи, уважаемые друзья. Возглавляет турнирку команда Транснефть Урал. На данный момент 7 игр проведено, из них ни разу не видела поражений. Эта команда, этот коллектив в 7 играх никому не уступил. По-прежнему продолжает доказывать, да, свою лидерскую позицию в турнирной таблице. 59 шайб было заброшено
этим коллективом. И вот всего лишь пропустили 9. В целом 21 очко в зачете команды Транснефть-Урал. Что касается уральца, то несмотря на то, что этот коллектив является победителем первого сезона башкирской хоккейной лиги в прошлом году, взяли они для себя, так скажем, первый трофей хоккейной лиги башкирской. Ну вот этот сезон на данный момент, исходя из турнирной таблицы, уважаемые друзья, складывается для команды «Уралец», к сожалению, не лучшим образом, потому как проведено у них 7 игр, из которых в одной только они одержали победу. 24 шайбы заброшены, 42 пропущены, 6 очков в целом зачете команды «Уралец». И как-то, да, знаете, так неоднозначно, не совсем понятно. В прошлом году были в топчике, были в лидерах. А в этом как-то вот есть вопросы, конечно. Последняя минута первого периода. Так, дальний бросок, Ахунов на месте, шайбу зафиксировал. 40 секунд остается играть нам в первом периоде. И мы с вами переносимся в зону команды «Транснефть». Наброс на ворота с синей линии. Григорий Долбань, номер 12. Ой, как классно сейчас разворота здесь. Пытался у нас, да, и игрок все-таки поразить. Створ ворот Рустема Ахунова, но тут принять полноценную шайбу не получилось. Игроки расходятся. Первый период у нас окончен, уважаемые болельщики. Немножечко отдохнем и вернемся совсем скоро. Стартовал второй период встречи команды «Транснефть» и хоккейного клуба «Уралец». 2-0 такой результат зафиксировался на нашем табло. И вот хотелось бы отметить, что в составе «Транснефти» авторы заброшенной шайбы — это Сергей Лебедев и, конечно же, Илшат Галиуллин оформил вторую. Ну а мы продолжаем двигаться дальше. По турнирной таблице поговорили, здесь особо никаких вопросов нету. Хотелось бы отметить, что титульным партнером лиги выступает группа компаний «Аструм», и также официальные партнеры строительной компании «Алсема Групп» и ООО «Дон Аэро Проект Строй». Разглядел здесь арбитр нарушение правил именно на входе в зону. Давайте посмотрим этот момент.
И возвращаемся мы обратно в родные просторы на ближайшие 2 периода команды Транснефть. Белый на точке вбрасывания. Шайба остается за командой Транснефть. Контролируют они уверенно в своей зоне. И более того, начинают развивать свою атаку, навязывать свою борьбу сопернику из глубины обороны. Очередной момент. Бросок с неудобный. Сергей Лебедев. Как мы помним, от предыдущей шайбы была заброшена в похожей манере, да, когда Сергей Лебедев вот с неудобной руки также застал врасплох Рустема Ахунова, голкипера команды «Уралец». А все-таки Илшат Галиуллин, как мы говорили, номер 89, там дальним таким бросочком через защитников, из-под защитников также поверг Рустема Ахунова. Борьба возле левого закругления борта. Кто выйдет здесь у нас победителем в этой схватке? Ну, в целом, в локальной, да, я имею в виду. Не говорю же, конечно, я о матче, потому как играть еще время вполне предостаточно. А вот здесь пока пытается отбиваться от этих постоянных и частых атак команды Транснефть. Чтобы немножко разбавить эфир, буду называть я командой гости и хозяева, да, согласно расписанию матчей. У нас Транснефть стоят первые, соответственно, они выступают номинальными хозяевами, и команда Уралец, предполагаем мы, что они у нас сегодня гости. Бросок с разворота здесь Эрназаров, и будет ли добивание? Нет, нет, не получается на этот раз перехитрить Рустема Ахунова. Все он делает максимально правильно, на опыте. И да, конечно, после 2 пропущенных шайб. Ой, какие прекрасные у нас юные болельщики в эфире. Да-да-да. Уверен, я болеют. Они и топят за своего папку, который находится на льду. Приятно наблюдать за присутствием зрителей в Малой Уфа-арене. Пришли поболеть, поддержать свои коллективы. И крупным планом на ваших экранах Рустем Ахунов. Голкипер из состава хозяев. Ну и как-то так насыщенно довольно-таки была игра. Хотелось и рассказать вам немножко, кто, возможно, не в курсе и не следил за первым игровым днем, все-таки как прошел он. Но вот пока активные действия команды Транснефть полноценно сделать не дают. Бросок от синей линии практически, что здесь нет. Взятия ворот нет. Проходит черная таблетка за ворота Рустема Ахунова. Ну и пока пользуется возможностью этой паузы. Команда Уралец проводит смену звеньев. Смену звена, если быть точнее. Потому как вижу я, что коллектив хозяев остается у нас по-прежнему на льду. Бросание. Тагиров поборол состав шайбы за своим коллективом. И тут же опять бросок. Рустем Ахунов пропускает очередной дальний бросок. Ну, как-то складывается у меня такое впечатление, что просто не видит он траекторию полета шайбы. Да, действительно, посмотрите, по траектории полета находилось сразу несколько игроков, но все-таки как-то волшебным образом команда Транснефть находит все-таки какую-то лазейку, словно иголку в стоге сена, да, через 3-4 человек. Еще и в ближний угол рикошетом от штанги залетает шайба. Счет становится 3-0. Номер 7. Автор взятия ворот у нас Балагинин за воротами. Передача под синюю уже практически по диагонали. Этот пас проходил
Перехват от уральца. Может быть, здесь что-то получится предпринять. И уже надо как-то сопернику-то показывать свой характер. Да, команде Уралец. 3 шайбы уже отстает этот коллектив. Классная передача по диагонали. Проходит. И можно здесь уже бросать и забивать. Но нет, классные действия Рустема Ахунова. На опыте чисто забирает он сейчас эту шайбу. Словно пантера. Разложился он в горизонтальном положении на льду. И какой классный сейв мы сейчас с вами наблюдали, уважаемые болельщики. Да, уверен я в подборочку и нарезку хайлайтов по этому матчу. Все шансы имеет попасть этот момент с Рустемом Ахуновым и выходом фактически 1 на 1. Честно, не разглядел я, но увидел единичку. Кажется, мне был Сергей Лебедев. Но в теории также может и быть Михаил Тряска. Ахунов. Вот опять возвращаемся к моменту, что команда Уралец, пока мы с вами, к сожалению, не видим хорошей атаки, да, от этих ребят. Как-то слегка, наверное, уже после 3 пропущенных нужно что-то начинать предпринимать, показывать, демонстрировать свои действия. Возможно, сейчас Ахмадуллин, бросок классный, партнер накатывался в теории 2-м темпом. Можно было продолжить эту атаку, что-то придумать там на добивании, но нет. Пока не складывается. У уральца игра. Контроль над шайбой в очередной раз берет команда Транснефть. Здесь Кожев обходит одного, второго. Демонстрирует классный дриблинг, но все-таки на подходе уже голкипер уральца испытывает определенные трудности, как мы видим. Дальний бросок. На месте Ахунов. Передача на синюю. Тут же поперечный пас проходит. Бросок в ближний угол. Классный в исполнении Алексея Благинина. Но в этот раз голкипер уральца не преклонен. Вертикальный пас вдоль борта. За воротами уже. Берет под контроль шайбу Григорий Добань на синей линии. Досадная ошибка сейчас получается у Транснефти. Благинин. Бросок Ахунов фиксирует. Так вот, пока пользуюсь моментом, небольшая остановка. 14 января в этом году проходили первые игры, собственно, Нового года. Так, видим и замену голкипера у команды Транснефть. И согласно все верно, согласно заявочке, Ильдар Султанов. Ну так, примерно пополам, да, распределили игровое время они с Евгением Брындиным. И здесь уже у Евгения выходит его коллега. Тоже хочется поиграть, пооборонять раму ворот своего коллектива Транснефти. И вот уже на наших экранах в ближайшее время будем наблюдать Ильдара Султанова в воротах команды Транснефть. 14 января проходили первые игры этого года, собственно, Башкирской хоккейной лиги. Итак, 14 января сыграли команды Уралец и БЭСК со счетом 1-5. Завершилась эта игра в пользу БЭСКа. Уступил Уралец в новом году. Первый игровой день Нового года. В команде Уралец тогда единственную шайбу забросил Игорь Черняков, номер 77. С передачи Камиля Ганцева была она оформлена.
Также играл и Баш РТС, собственно, как раз таки с хозяевами нашими номинальными, да, с командой Транснефть. Так, интересно, первое удаление. Мы с вами увидим розыгрыш большинства, по крайней мере, первого в этом матче. И досадно для уральца. Отправляется сейчас на скамеечку штрафников Игорь Черняков, номер 77. И Транснефть мало того, что пользуется... Так, а почему диктор у нас 2 раза продублировал? Смотрим. Уралец играет четвером. Вбрасывание в зоне уральца. Транснефть. 4 игрока я вижу. Возможно, один защитник еще остался где-то там поближе к голкиперу. И тут можно бросать уже с этого положения. Нету добивания. Но обоюдное удаление. Да, я правильно понимаю, потому что вижу, что Транснефть играет четвером. Диктор 2 раза обозначился, ну, соответственно, предполагаю, делаю выводы, что игра проходит в формате 4 на 4. Чатик у нас активный сегодня. Родион Сайранов пишет: ура! Он так радовался он заброшенным шайбам Транснефти. Транснефть только победа. Не зря же в такую погоду ехали на игру. Также пишет Родион. 16-й, давай гол, Екатерина, не листай. И также Родион полностью согласна, пишет Екатерина. Такое уже небольшое общение, да? Проходит у нас, и как же классно сейчас действует команда Транснефть. Выход 1 на 1, снова заставит врасплох Рустама Ахунова. И у нас Алексей Балагинин, автор заброшенной шайбы. Ну и, конечно же, здесь стоит отметить Даниила Дюрягина, который сделал, ну, такую классную скидку, да, оставил на партнера. Не стал ввязываться в борьбу с 2 защитниками уральца и отдал передачу на партнера. Как мы видим, все было сделано правильно здесь, в этой ситуации. Браво, Алексей Благинин. А счет у нас уже тем временем становится 4-0. Да, в полных составах продолжаем играть в формате 5 на 5. Неприятные столкновения и падения. Ну, вроде как бы все в рамках правил. Рефери здесь. С передачи Антона Пономарева, номер 5, и Даниила Дюрягина, номер 55. Шайбу забросил Алексей Благинин, номер 13. Ага, увидел я номер 55, да, Даниил Дюрягин играет под этим номером. А вот когда диктор сказал номер 5 и Антона Пономарева представил, то здесь уже слегка так растерялся маленько. Я подумал, возможно, и просто пятерку увидел, да, каким-то образом была футболка слегка подмята, и майка не совсем разглядел вторую пятерку. Но нет, оказывается, Антон Пономарев у нас предшествовал также развитию этой атаки. И, соответственно, уже ситуация выглядит следующим образом, что автор заброшенный Алексей Благинин, да, здесь ничего не меняется. Вот, так скажем, предшествовали этому моменту и в целом развитию событий Даниил Дюрягин и Антон Пономарев. Браво! Так, про игру уральца и Беска я вам рассказал. Теперь давайте же. Транснефть у нас также играли с Баш РТСом. Вот счет в этой встрече составил, получился 1-9 в пользу команды Транснефть. В том матче отличились хэт-триком Роман Прохоров, номер 19. И по 2 шайбы забросили Сергей Лебедев, номер 17, и также Михаил Тряскин, номер 10. Ой-ой-ой, пока разговаривали мы на тему прошлых сыгранных игр, здесь у нас уже творится настоящее будущее. Последняя минута второго периода, и ждем мы повтора от нашего режиссера,
чтобы понаблюдать еще раз за этим классным моментом. Сергей Лебедев из-под защитника. И снова Рустем Ахунов не видит этот бросок. Счет 5-0. Начинаем разыгрывать середины ледовой малой Уфа-арены. Шайбу забросил Сергей Лебедев, номер 17. Хотелось бы сказать, что это уже дубль у нас Сергея Лебедева. Еще играть нам, игра впереди. Шестая здесь уже побывала. Ворот команды Уралец. Что творят эти ребята? Транснефть. Ильгизер Назаров. Давайте посмотрим. Шайбу забросил Ильгизер Назаров, номер 47. Да, казалось бы, есть какая-то легкая неразбериха, да, потому что, несмотря на то, что и на подъезде к голкиперу Рустему Ахунову. Так, меняется воротами коллективы уже, второй период окончен, 6-0. Давайте немножечко отдохнем, дорогие друзья. Снова возвращаемся в игру. Транснефть и Уралец встречаются на льду 6-0 после двух периодов. Да, честно говоря, вот не представлял я особо такой картины, что может прошлогодний обладатель, победитель Башкирской хоккейной лиги, собственно, уступать вот так вот команде Транснефть со счетом 6-0. Но игра, собственно, счет по игре. Мы видим с вами, что Транснефть более активные, да, как-то более лучше проявляют себя в атаке, и слегка мастеровитый сегодня кажется. И Александр Мирустай, собственно, как и просили в заявках нашего чата YouTube-канала, а именно Екатерина Мирустай писала нам ранее 16-й, давай гол. Ну и как знала Екатерина, что все-таки в перерыве прочитает наш чатик, Александр увидит эту просьбу и, собственно, подарит нам вот такой прекрасный момент, в частности, полюбоваться взятием ворот своего коллектива Транснефти. И уже 7-я шайба побывала в воротах уральцев. С передачи Михаила Трескина, номер 10. И Ильгизер Назаров, номер 47. Шайбу забросил Александр Мирустай, номер 16. Так, все, мы разобрались верно. Александр Мирустай. Продолжаем дальше. Да, смена голкиперов у уральца. Алмаз Хасанов, собственно, вышел. И давайте посмотрим, как сейчас будет проявлять этот голкипер себя по ходу встречи. 7-0 пропустил Рустем. Целых 7 шайб. Ну и да, что-то нужно было сделать здесь однозначно. И вот задаюсь я вопросом сейчас, а может быть нужно было сделать это еще раньше, когда, допустим, 4-я побывала в воротах Ахунова или 5-я. Я ни в коем случае сейчас не хочу что-либо сказать его в целом, да, о опыте, об игре Рустема Ахунова, но тем не менее констатируем факт, что вот сегодня, к сожалению, его игра складывается не лучшим образом. Что этому предшествовало, я не знаю, информации не располагаю, к сожалению. Но вот, тем не менее, 7 пропущенных шайб.
для голкипера, ну, давайте признаемся честно, многовато. Екатерина Мирюстай, умничка, смайлики с сердечком посылает Александру и в целом всем болельщикам, которые наблюдают за нашей прекрасной трансляцией. Воскресный вечер. Транснефть на данный момент лидирует со счетом 7-0 и по-прежнему продолжает атаковать своего соперника. Передача под синюю линию. Пономарев отдает налево. Сближается с воротами уже игрок из состава хозяев. И Хасанов вытаскивает. Отводит от себя подальше сейчас угрозу у нас Хасанов. И вот уже и подключается здесь нападение уральца. Но коллектив принимает решение отбросить подальше от себя шайбу. Да, не получается сегодня с атакой что-то у команды белых, но игра есть игра, ничего здесь не поделать. Соперник выглядит, ну, если не на голову, по крайней мере, точно на полголовы выше в этом матче. И, к сожалению, у уральца здесь ничего не получается пока предпринять. По такому формату игры, наверное, хотелось бы, чтобы коллектив уральца проявил как-то себя, да, как мы говорили ранее, какой-то свой характер, вот, в том плане, что, возможно, если по каким-то причинам время у нас становится все меньше и меньше, не удастся одержать победу в этой встрече у уральца, но как минимум мы ждем от этих бравых хоккеистов, как минимум, гол престижа, так называемый. А что-то здесь задумали вдвоем эти хоккеисты, Мирюстай и Ильгиз Эрназаров. И с левого фланга попробовали зайти поближе к Хасанову, и с правого фланга сейчас действовали эти бравые хоккеисты. Снова Мирюстай, Александр, наброс на ворота. Здесь находится у нас Михаил Кожев. И, получая передачу, собственно, оформляет 8-ю. Товарищ режиссер, давайте нам срочно повтор этого момента. Мирюстай. Первый раз не получилось. Второй раз набрасывает на ворота. Рикошетом от щитка Хасанова. Ложится на клюшку Михаилу Кожеву. Игровой снаряд. И уже мы наблюдаем с ракурса из-за ворот, как пересекает черная таблетка, синюю линию, ворот уральца, 8-0, двигаемся дальше. Да, и хотелось бы также отметить, что вот пока мы наблюдаем с вами, наблюдали, на данный момент только Сергей Лебедев у нас является автором дубля, да, и как-то не сказать бы, что у Транснефти, возможно, 1, 2 или 3 игрока здесь делают всю игру этого коллектива. Нет, дорогие друзья, в этом коллективе в целом очень много опытных и мастеровитых хоккеистов, что и подтверждает нам вот этот, так назовем его, список, да, авторов заброшенных шайб. Здесь дубль только у Лебедева, а остальные хоккеисты также все 6 шайб забили абсолютно разные игроки. Хотелось бы сказать, что именно только лишь этой игрой не ограничивается первый игровой день, второй игровой день Нового года 2024 Башкирской хоккейной лиги. Мы сегодня сможем с вами понаблюдать в прекрасном качестве матчи коллективов БГК, Башкирской генерирующей компании, да, и также встретятся они в 20 часов 15 минут с командой Баш РТС. А вот после этой встречи сыграет коллектив БЭСКа и команда управления федеральной
службы исполнения наказаний. 21:45 на прекрасном YouTube-канале Башкирской хоккейной лиги, где мы сейчас наблюдаем эту трансляцию. Если по каким-то причинам кто-то из вас еще не подписан, давайте поддержим лигу. 223 подписчика на данный момент. Призываю вас подписаться, по возможности поставить лайк под трансляцией. Я думаю, организаторам будет от этого очень приятно. Пока говорили о YouTube-канале БХЛ, здесь уже у нас еще одна побывала. Наблюдаем вместе за повтором. Так, Тряскин, да, на центре. И вот здесь вопрос, наверное, лишь только ракурс из-за ворот нам прояснит ситуацию, потому как, насколько я вижу, все-таки здесь Благинин, да, все делает сам, подправления уже не было, находился Герасимов буквально в полуметре от Алмаза Хасанова. Ну, давайте дождемся оглашения автора заброшенной шайбы моим коллегой, судьей-информатором. Да, все верно, мы с вами разобрались. Алексей Благинин оформляет дубль в этом матче. Вторая заброшенная шайба уже на его счету. Ну а счет становится, так скажем, все более и более неприличным для уральца. Не совсем ладится начало сезона у команды Курултай собрания Республики Башкортостан. Во встрече с Бэском уступили они 1-5, как я уже говорил ранее, и сейчас на данный момент уступает Транснефти со счетом 0-9. Какие-то нужно предпринимать решения в этом коллективе. Я уверен, что и есть там кому предпринимать такие решения. Как-то вот, да, менять в целом подход к матчам, к игре. Да, команда Транснефть выглядит более мастеровитее. Да, как мы видим по матчу, здесь однозначно владение шайбой и другие статистические показатели полностью сейчас на их стороне. Но, тем не менее, также я и знаю, что есть опытные хоккеисты в составе уральца. И вот почему не получается сейчас ничего предпринять у коллектива белых, пока лично мне остается неясно. Так, у нас здесь такая уже небольшая стычка. Арбитр находился рядом. И как-то этот момент уступил. А нет, вот у нас второй арбитр все видел. И сейчас, конечно, мы говорим о столкновении, да, перед синей линией. А вот именно по части ситуации возле левого закругления борта тоже не совсем однозначный остался момент. Но есть у нас опытные арбитры Федерации хоккея России, которые курируют эту игру и полностью, чтобы игра проходила в рамках правил, конечно же, ответственность и большая ответственность лежит полностью на их плечах. Наблюдаем за розыгрышем большинства. Ой, досадно. Сергей Лебедев буквально в 3 метрах, находясь от Алмаза Хасанова, не попадает в створ ворот куда-то там в космос. Поближе к Илону Маску или к его спутникам улетает эта шайба.
И по ходу этой встречи мы сейчас наблюдаем с вами первый розыгрыш большинства. Ранее было удаление, да, но было оно обоюдное. И в целом игра проходила в формате 4 на 4, а сейчас разыгрывает лишнего игрока команды Транснефть. И мы видим с вами, что реализовывают этот момент коллектив команды Транснефть. Михаил Тряскин, да, наблюдаем еще раз. Неприятный, конечно, для голкипера бросковая позиция. И здесь, несмотря на все усилия Алмаза Хасанова, бросок пришелся под перекладину. Михаил Тряскин оформляет 10-ю. Шайбу забросил Михаил Тряскин, номер 10. Команда «Уралец» игроков в составе. Очередной момент. Можно здесь было бросать в ближний угол, но как-то предпринял решение Ильгиз Эрназаров прокатиться за ворота в надежде, возможно, что кто-то еще подключится из партнеров к этой атаке. Предполагаю, что именно с этой мыслью Ильгиз закатился за ворота. Ну и оформлял он уже сегодня взятие ворот. Поэтому мы все прекрасно знаем, что этот хоккеист может и умеет это делать. Но сейчас, как говорится, жадничать не стал, да, и решил подождать подключения партнеров к этой атаке. Так, 3 в 3, передача проходит, но вот кого-то там из Транснефти я не увидел, конечно, в этом месте. По-прежнему продолжается атака хозяев. Ирназаров на правом фланге ищет партнера. Как-то особо себя активно-то никто не предлагает. Два человека сразу, можно сказать, дежурит, караулит на синей линии. 2 минуты остается, у нас совсем уже мало времени. Ну что ж, друзья, объективно мы все с вами прекрасно понимаем, что за такое количество времени невозможно отыграть 10 шайб. И здесь однозначно выйдет из этой встречи победителем команды Транснефть. А вот другое дело, смогут ли забросить они еще одну, или удастся ли, возможно, на последних минутах или секундах забросить гол престижа коллективу «Уралец». А лично для меня этот вопрос остался подвешен слегка в воздухе. Поэтому давайте еще минутку проведем вместе с вами. Понаблюдаем за прекрасной встречей, которая подарила нам эти приятные моменты. Для кого-то, возможно, надежды, да, из, наверное, больше болельщиков Уральца, потому как предполагали они, что увидят более плотную борьбу от своего коллектива. Борьба-то была, честно сказать. Но вот заброшенных шайб у Уральца пока мы, к сожалению, так и не увидели. Реализация слегка подкачала этот коллектив сегодня. Алмаз Хасанов фиксирует после броска. Посмотрели мы в работе голкиперов и Ахунова, и Хасанова в работе. Поэтому, я уверен, все получили те самые эмоции, за которыми сюда приходили. Просто кто-то больше, а кто-то меньше. Уважаемые болельщики, матч окончен. Транснефть поздравляем с уверенной победой. Уралец не расстраиваться, делать выводы только вперед. Еще будут матчи по ходу этого сезона, поэтому я уверен, мы увидим в следующей игре этот коллектив немножко в другом ракурсе. Спасибо за просмотр нашего репортажа, дорогие друзья. До новых встреч на хоккее. Всем пока-пока.